Здравствуйте, вот один такой еще тундровый, или как называют, нож оленевода, или венкийский. Сильно не Понял. быстро не надо, надо помедленнее чуть-чуть. Ну и поверни на другую сторону. Рукоятка снимешь. Да, да. Дай-ка я клинок сниму, а потом рукоятку. Ну Вот да. такой рисунок протравился. 9 ХС металл. Это не Дамаск, ничего, это выдает такое иногда бывает. Когда... Ну, рукоятка тоже такая достойная. Это вот ножны из можжевельника, обтянуты бычьим хвостом. Тут вот деревяшка, чтобы она не это... Не резала. Вот, да, чтобы не прорезала шов. Сам не выпадет, так вот носится. Вынимается одной рукой, вот, пальчиком. Ну, сюда вот нажали, и в одной руке уже правится со стороны дола по плоскости. Плоскости тут минимум, потому что большую часть я дол занимаю. Ну, вот так вот. То есть ни углы, ничего выдерживать не надо. Вот. Провели так несколько раз, а потом уже об кожу или об ремень, или об ножны. Прямо вот так вот можно его как бы подвести. Далее, значит, ножны, значит, можно мазать вот таким вот воском для обуви. А можно вот это вот баллистол продают в этом магазинах. Это вот и для оружия смазка. Вот один там человек узнал рецепт его, химический анализ сделал. Он, короче, состоит от 100 грамм вазелинового масла, 20 грамм скипидара и 20 грамм керосина. Ну и чтобы вкусно пах, там отдушка у него, баллистол, вкусно пахнет. А здесь можно какие-нибудь там бабушкины духи, например. И туда же добавить. А можно и не добавлять. Не вот такой не добавляю, так запах нормальный. И вот эта пропитка, она и для кожи, и для металла очень хороша. Хотя вот, ну, сейчас вот клинок намазан бараньим жиром просто. Больше ничем. Ну, вот, тоже можно его так, в принципе, масличком этим уже помазать. Так. Ну и покажу, как режет. Вот, рок-лося. Это вот у меня просто вот как показатель, что если он на брок-лося не садится и продолжает резать газету, то и обычно хватает его и лося разобрать. Это уже по отзывам, как клиенты отзываются. Вообще вот я проверяю его, я им ножны делаю. То есть под дерево, вот она, двумя пальчиками, вот видно, да, газетку режет без усилий. То есть не надо там ее как-то нажимать, как-то что-то делать, а вот на своим весом идет и режет как бы так. Вот. Ну, вставляется так вот до щелчка. Если где-то надо удлинить, можно его вот так вот удлинить. Только вот потом вынимать, потом не упадает. Аккуратно вот пошатывая, как бы, чтобы не соскользнуло у вас и не порезать себе руку. А вот при втыкании вот таким вот хватом держится. Вот, сильно его воткнуть, допустим. Покажи, насколько воткнуло. С этой стороны. Ага, так-то вроде все. Всего доброго. До свидания.